По доброй традиции в Улан-Баторе в 56-й раз проводятся Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества, целью которых является знакомство жителей страны и российских соотечественников с многонациональной культурой России, приобщение молодого поколения к замечательным традициям добрососедских отношений между россиянами и гражданами Монголии. Дни дружбы этого года очень насыщены тем, что традиционно будут проходить в 4 аймачных центрах Дни российской культуры и русского языка и Олимпиады по русскому языку, победители которых получат стипендии на право обучения в российских вузах в следующем учебном году за счет российского бюджета. Это будет у нас Дорнот аймак, это будет Хупсугульский аймак, Завхан и Селенгинский аймак и плюс близлежащие регионы. Ну, помимо этого пройдут еще большое количество мероприятий в разных организациях, учреждений, посвященных этой знаменательной дате. Пройдет фестиваль «Русский Ренессанс» с 27 октября по 3 ноября у нас в стенах Российского центра науки и культуры и, скорее всего, творческий коллектив с документальными художественными фильмами последних лет или последних времен поедут в Эрдэнэт, может быть, еще в какие-то регионы Монголии. В общем, Дни дружбы 2016 в высшей степени насыщены. Мы уверены, что они пройдут замечательно, ярко, и Дни дружбы 2016 станут новой яркой страницей в летописи российско-монгольской дружбы и сотрудничества. Месячник дружбы начался с 4-й азиатской встречи национальных ассоциаций выпускников российских советских вузов. В столицу приехали делегации выпускников из России, Китая, Непала, Вьетнама, Индонезии. Для них малый зал Российского центра науки и культуры стал местом важных и актуальных для мирового сообщества проблем. Во время пленарных заседаний участники представили свои доклады, обсудили актуальные вопросы в области международного сотрудничества. Список тем широк, но основной было современное состояние и перспективы сотрудничества выпускников региона с Российской Федерацией. 95 лет назад дата 5 ноября стала историческим событием, так как Монголия впервые связала свои дипотношения с другой страной, с Россией. С 1952 года в столице проходили Дни дружбы между Россией и Монголией. В этом году в рамках юбилея пройдет более 30 мероприятий. Одно из них – это сегодняшняя 4-я азиатская встреча национальных ассоциаций выпускников российских советских вузов. Такие мероприятия должны проводиться регулярно, чтобы наше молодое поколение знало, как развивались отношения между двумя странами и что с годами дружба и сотрудничество становятся все крепче и крепче. Поздравляю всех с юбилеем. Для почетных гостей в РЦНК была подготовлена экспозиция, посвященная многолетнему сотрудничеству России и Монголии. На стендах представлены фотоснимки первых документов, протоколов, свидетельствующих о начале добрососедских отношений с годами переходящих в крепкую дружбу между нашими двумя странами. Сегодня начинаются официальные дни празднования юбилейной даты. В целом, 2016 год насыщен яркими и большими событиями. Мы уже отметили 35-летний юбилей первых полетов монгольских и советских космонавтов в космос. Также в этом году Георгию Константиновичу Жукову со дня рождения исполняется 120 лет. Маршалу, который для монголов и россиян является великим человеком. Кроме этого, 50 лет назад в Алтайском крае был организован фестиваль советско-монгольской молодежи «Манжирок». Открытие праздника проходит не только в Улан-Баторе, но и в Москве. Мероприятия продлятся до 18 ноября. За это время пройдут Олимпиады по русскому языку, литературе. Также в рамках юбилея по инициативе посольства Монголии в России на Поклонной горе будет установлен монумент монгольским и советским героям. Наши взаимоотношения с Россией несут в себе огромное значение. Мы не просто друзья, но и стратегические партнеры, и наше сотрудничество будет по-прежнему развиваться в лучшую сторону. Вечером для гостей столицы, участников праздника и жителей на сцене Государственного театра оперы и балета состоялся концерт заслуженных оперных певцов Большого театра города Москва и Монгольского театра оперы и балета. Певцы исполнили для зрителей известные классические композиции, такие как увертюры из оперы Руслана и Людмила Глинки, гадание Марфы из оперы Хованщина Мусорского, ария лауреты из оперы Жани Скики Пучини и многие другие. Как и в прошлые годы, месячник дружбы организован Российским центром науки и культуры совместно с посольством России в Монголии, Союзом монгольских обществ дружбы и другими монгольскими партнерскими организациями. Мирослава Барху, Батхурел Церенхам, Улзи Токтох, Середина земли, Монголия.